мы таджики, мы носители корон. А он красивый, у него пресс красивый. Потрясающе! Уже дуб бойба овоз греб. Вот этот выиграет, вот этот проиграет. Включился, чтобы я начал что-то делать. Чтобы за каждого спортсмена так болели. Братья, соседи, дружба народов. Клянусь, я вижу их из... Всем ассаламу алейкум, народ! Всем привет! С вами Умит Абдуллаев. Бузур, как всегда, следит за кадром. Мы сейчас находимся в Ташкенте, потому что Ташкент сейчас буквально, я бы сказал, мировая арена боев, потому что ACA, номерной турнир 203, проходит именно здесь, на замечательной Хумо-арене. И я с гордостью заявляю, что этот турнир ACA 203 является почти таджикским, потому что сегодня, во-первых, главное событие, мейн-карт, это Азам Гафоров и Арен Акопян, друзья. Азам, конечно, наш боец. Главное событие в промежуточном весе, друзья, это, естественно, давний конфликт у этих ребят был. Это Фаридун Адылов, Даурен Ермеков. И, конечно же, наш Фирдаус Зарипов тоже подерется. Вот так вот. Плюс 3 бойца у нас еще. У нас еще есть Этулом Уминов. У нас еще есть Мироч Мамашоев. Друзья, сегодня вечер таджикских бойцов. Я очень надеюсь, что у нас будет 6-0 по рекорду, что все наши 6 бойцов выиграют, победят, разнесут своих соперников. И, естественно, я хочу вам пожелать хорошего, классного просмотра, потому что сегодня мы пообщаемся с гостями, сегодня мы пообщаемся с болельщиками, потому что 2 автобуса приехало из Таджикистана, с узбекскими болельщиками тоже, конечно же, пообщаемся. Ну и самое главное, будут инсайты, будет общение с бойцами. Вот так, да, это Пари Лайф, народ. Вы готовы? Мы готовы. Let's go ready to the nice block. Салам алейкум, брат. Валейкум ассалам. Какое настроение? Настроение бешеное. Настроение бешеное, мощно заряжен, да? заряжен. Отлично. Вот видите, друзья, на ACA приходят только вот такие заряженные ребята. Брат, расскажи немножко о себе, пару слов, 2 слов. Да, я по национальности таджик из Узбекистана. Приехал сюда поболеть за своих таджикских бойцов и еще узбекских бойцов также. Супер, приехали поддержать своих. Скажи, пожалуйста, вот кто из бойцов сегодняшнего карда тебе больше всего нравится стилистически? Стилистически могу сказать Азам Гафоров. Азам Гафоров? Да. И Фаридун тоже хороший, но такой зрелищный бой показывает только... Ну, Азам Гафоров показывает такой зрелищный бой, который никто не может показать. Я с тобой, кстати, могу даже согласиться. В его весовой категории он действительно такой зрелищный боец. И еще такой гибкий, можно сказать, Азам Гафоров. Ну, кстати, да, он ударник у нас. Как ты оцениваешь шансы главного боя претендентского? Азам все-таки или же все-таки наш армянский товарищ? 60-40, можно сказать, за Азама. За Азам? Да, 60-40. Но потому что, думаю, Арен тоже такой разносторонний боец, можно сказать. Из-за этого не надо недооценивать соперника также. Можно так сказать, да. На данный момент мы очень сильно верим, что ребята покажут нам зрелищный бой. А насчет Фаридуна что скажешь? И насчет Даурена? Ты в курсе про их конфликт? Да. Фаридун должен выиграть. Я имею в виду, потому что немножко комментариев читал. К Фаридуну много хейтов, не знаю. Наверное, люди неправильно понял, да, Фаридуна, можно сказать. Ну, у него есть все арсенал, чтобы забрать этот бой, я думаю. Ну, будем надеяться. Бародарони Тоджикон, хейли хурсандам, инжа омадам, поболеть мекунам, дар Тоджико, дар куҷо набошед, ҳамеша сарбаланд бошед, саломат бошед. Зиндабод Тоджикистон, Узбекистон. Тоджикистон бапеш? Тоджикистон бапеш. Гафнес. Тут не только мощные заряженные парни, но и красивые девушки, такие королевы, как Диана. Диана, привет. Привет. Скажи мне, пожалуйста, как ты относишься вообще к боям? Отлично. Я очень люблю их смотреть. Сама чем занимаешься? Боями? Нет. Тебе не надо, такое лицо нельзя портить. Ладно, скажи мне, ты вообще знаешь, что сегодня бьется? Бойцы. Классно!
Все верно. Шутки шутками. Скажи мне, пожалуйста, как твое настроение и вообще как тебе организация всего вот этого мероприятия? Отлично, это очень круто. Обожаю такие мероприятия, потому что на них прям вот этот вот дух силы, могущества, это очень круто. Ты этим напитываешься и потом идешь в своей жизни покорять свой мир. Это классно. Блин, супер. Слушай, тогда давай я тебе буду называть пары бойцов, а ты будешь просто наугад говорить, кто победит, хорошо? А мы потом в конце посмотрим. А можно по фоткам? Нет, просто Нет, по именам. я просто обычно ставлю на тех, кто красивее. Я Правда. понял. Если на тех, кто красивее, хорошо. Если бы я с кем-нибудь дрался. Вы бы победили. Спасибо! 100%. Бузург, можем заканчивать вообще карьеру, я прошел ее полностью. Так, смотри, значит, да? Вот дерется вот этот парень. Как думаешь, он победит? А с кем он дерется? Еще с кем он дерется, нужно показать, да? Как я не хотел этого делать, ладно. Смотри, у нас... Он. Он? Да. Не он? Нет. Но он наш, из Таджикистана. А он красивый, у него пресс красивый. У него пресс красивый, хорошо. Вот этот или этот? Паридун Адылов. Он. Паридун выиграет, да? Да, 100%. А почему? У него тоже пресс У красивый? него тоже пресс красивый. Знаешь, как его кличка? Как? Терминатор. Вау. Прикинь. Хорошо. Давай, Холмурод Нурматов или Фирдавс Зарипов? Мне кажется, там. У него пресс красивый. У него тоже, да. Но у них у обоих, на самом деле, пресс красивый. Давай, кто из них? Кто из них наш? Этот. Значит, он. Все, Фирдавс Зарипов. Все, Диана сделала свои прогнозы. Я очень надеюсь, что кроме первого все остальные будут правильными. Диана, тебе спасибо большое. Хорошего настроения и хватит меня смущать. Ayatollah Munpinov. Первая серия, да, своего рода. Какой правый апперкот именно пробует. Да. Кек. При этом есть покраснение в районе носа. У Аятолло попытка борьбы от Качурова. Ответные действия. Пытается уже просесть, но нет. Отлично, руки под захват были. Назад на секунду подумал, что бой завершен, но нет. Надо работать дальше. И близок, очень-очень. Азана к себе получилось. Вертушка там контролирует правой рукой, встает колено на встречу. На выходе слева какую плюху выбросил Аятолло Муминов. И еще одно попадание. Тяжело приходится Азату Качурову. Ждут зрители от данного события. Поговорим и не один раз. Какой правый. Муминов нырнул и тут же проход. Замечательно, очень здорово ведет себя. И тут же пытается закрепиться за спиной. Это он или нет? Есть! Какой лоу-кик получился. Выбил ногу. Он от Муминова. Саратовская атака. И добавляет. Класс. Потрясающе. Какая атака с вращением от Аятолло. Последний мгновение все время вышло. Браво. Спасибо большое парням за этот бой. Единогласным решением победу одержал all in favor of your winner by unanimous decision Ayatollah Munpinov, Таджикистан. Что ж, народ, рядом со мной первый победитель из нашей шестерки на ACA 203. Аятолло Муминов, салам алейкум, брат, мы тебя поздравляем. Слушай, большое. давай сначала просто о своих эмоциях расскажи, а потом мы уже зададим свои вопросы. Все. Эмоции очень хорошие после такой зрелищной победы, тем более соперник непобежденный боец, первое поражение у него. Эмоции очень хорошие, чувствую себя отлично. Мотивирует дальше больше. Супер! Как ты сам сказал, ты охотник за ноликами, да, друзья, знакомьтесь, Аятолло Муминов, охотник за ноликами ACA. Слушай, я вот обратил внимание, ты, да, начиная с первого раунда по третий раунд, только так прокидывал вертушки. Скажи-ка мне, это был твой план на бой или это как-то вот импровизированно пошло, ты заметил какую-то слабость у соперника? Нет, я всегда люблю такие ударами, ногами, вертушками туда. Это мои прекрасные, я делаю для публики, сделаю шоу, чтобы попали был на ролики, когда смотришь, было эффективно. Я всегда так дерусь. Ну, после первого удара на печень соперник чувствовал, что он уже устал.
Я сказал, надо сейчас на корпус буду, потом на вертушку поднимаю. Вот концовка на вертушка, нокдаун не был. Вертушка, конечно, блин, она просто бомбовая была, четкая залетела. Ну и давай пару слов, про корону. Корона, это корона взял предмета Исмаили Самани, основатель таджикского народа Саманион. Это похоже на его корона. Мы сыновья Шоха, мы таджики, мы носители корон. Блин, четко сказал, цитата стопудовая. Мы тебя поздравляем, тебе здоровья, как говорится, и ждем от тебя дальнейших хайлайтов. Я же говорил, почти пол Таджикистана, по-моему, приехало сегодня в Ташкент поболеть за наших бойцов. За кого конкретно из наших бойцов ты сегодня прям будешь очень сильно переживать и болеть? Разумеется, я болею за хедлайнера, это вот Гафоров. Но в любом случае я поддерживаю всех наших таджикских бойцов. Получается, ты сегодня конкретно за Азама Гафорова? Конечно, я... Ну и давай, раз уж ты за Азама Гафорова, каковы твои предположения и шансы Азама против Арена? Зная, что Арен у нас универсальный боец. Арен универсальный боец, разумеется, но я все-таки делаю ставку на нашего бойца. Наверное, все-таки будет болевой. Я считаю, будет такой. Думаешь, болевой будет? Да, считаю, что будет исход таким. Болевой от ударника Азама Гафорова? Блин, это было бы круто, это было бы зрелищно. Ехали дальше. Друзья, ACA 203 это не просто про бои, это еще и про дружественную атмосферу, потому что прямо сейчас выступает кыргызский боец, и наши фанаты во главе с Саади помогают фанатам из Кыргызстана болеть от души. Потому что Саади приволок с собой, как обычно, свой барабан. И обратите внимание, что творится. Это объединение, это кооперация болельщиков, потому что прежде всего бои, такие турниры по ММА организовываются не для того, чтобы усилить какую-то вражду, наоборот, укрепить братские соседские узы. И нас лично это очень радует, что мы сегодня здесь собрались в Узбекистане. Представители Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Российской Федерации объединились под эгидой ACA 203 и проводим вот такой замечательный турнир. 7 victories and only 1 defeat. Из Карага, Таджикистан. Приветствуйте, Мехроч Мамадышаев. Икроножную часть и... Ну и очень здорово, что Валуевич здесь не затягивает. И готов зарупал однозначно Алибеков. Пошел еще. Да, есть колени в ответ. Но до этого Алибеков внешнего лоу-кика. И вот здесь такой заход в борьбу. Очень аккуратно подвиг. Прочь и не собирается выпускать. А вот здесь, да, после разрыва клинча хорошо использует свое антропометрическое преимущество. Достает. Еще одна попытка борьбы. Опять приходится защищаться и есть. Тейкдаун. Который здесь Мамадшаев. Нет. Локоть на выходе. 3 удара в голову и идет забивать. Мехроч Мамадшаев соперника. Нужно останавливать. Там уже были проблемы у Джаддала, но... Он сопротивляется. И не попадает. Еще один удар в голову. Все. В смысле движущейся мишенью, потому что достает Мехроч, но надо признать, Джаддал великолепно ответил. Атака от Джаддала Алибекова. Он заправил ноги и пытается выйти на удушение. Но пока даже на воздействие... Время уходит. И вот такие удары от Джаддала Алибекова. Победу одержал. And your winner by split decision. Мехроч Мамадшаев. И все-таки его сопернику Джаддалу Алибекову. Это Body Life, это ACA 203, это максимально заряженный выпуск. И, друзья, на данный момент двое наших бойцов уже провели свои схватки. Это Оятулла Муминов и Мехроч Мамадшаев. И оба они победили. И победили не просто так, победили очень-очень зрелищно, победили ярко, мощно и так, как оно подобает таджикским бойцам. Поэтому, друзья, мы ждем выхода еще 4 наших бойцов и верим в их успех, в их победу.
Ну что ж, народ, 2-0 у нас, если брать по общему какому-то показателю. 6 наших бойцов, 2 уже взяли свою достойную победу. Естественно, вот он, человек, который 3 раунда буквально показал нам шоу под названием «Выживание. Игры до последнего вздоха». Салам алейкум, мы тебя поздравляем еще раз. И скажи мне, пожалуйста, вот, что такого нужно делать, чтобы обладать вот таким терпением, таким характером? Алейкум ассалам, брат. Спасибо за поздравления. Да, я второй по счету с Таджикистана. Думаю, все нас обрадуют. Ждем победы, старшие братья. Я в вас верю. Мы все вместе готовились к этим боям. Думаю, они все покажут очень хорошие зрелищные бои. Брат, что могу сказать? Как нужно это сказать? Если честно, думаю, в Таджикистане у всех есть такой характер, что выживать до конца. Потому что у нас очень суровая жизнь, как говорится. Мы готовы ко всему, разницы нет, что мы очень терпеливы и любим до конца бороться. Ну, это супер, это нас радует. И еще такой вопрос, что тебя удивило в стиле соперника или вообще в целом в этом бою? Чем тебя смог удивить соперник? Чем ты его удивил, мы знаем. Вот это стройное локоть, бам-бам, как говорится, почтальона отправил. Это было круто, чувак. Но чем тебя удивил соперник? Соперник меня удивил тем, что я думал, он будет меньше бороться. Он во всех боях очень хорошо подрался в стойке. Я думал, мы можем показать очень хороший зрелищный бой. Он, как говорится, начал с первой минуты бороться. Ну, альхамдулилlah, мы были готовы к этому. Супер. Самое главное всегда быть ко всему готовым. Мы тебя еще раз поздравляем, брат. И, естественно, береги здоровье по-братски. От души, брат. Спасибо. Буду знать это. Народ ACA 203 – это такое событие, на котором присутствует огромное количество наших болельщиков из Таджикистана. И вот один из них, обратите внимание, это не просто болельщик, это как будто бы боец среди болельщиков. Салам алейкум. Салам алейкум, ака. Какое настроение, Ко? Все нормально и отлично. Все мощно? Да, мощно. Заряженный? Заряженный. Отлично. Вот скажите, дутта бой дидет, а уже? Дутта бой дидет. Говорит, чхе бачоймо баромат кардайстос. Вообще отлично, отлично, заряженный. Заряженный. Вот из вот этих двоих боев вам какой момент больше всего понравился или запомнился? Нокдаун. Нокдаун? Да. Вертушка? Да, вертушка. Ой, Атуло, Муминов, красавчик. Красавчик. Вот скажите, вот вы за кого приехали конкретно болеть? Фаридун. За Фаридуна? Да. За Фаридун. Азам Гафуров. Ну и за всех остальных, верно? Да. Хорошо. Давайте что-нибудь скажем всем любителям боев. Хама барори кор. Муаффақият Тоджикистон ба пеш. Ҳаҷ ҷонашон ба Тоджикистон ба пеш. Не только обычный народ здесь собрался, конечно, блогеры тоже приехали. Салам алейкум. Алейкум салам. Таджикистан ба пеш. Таджикистан, любое время, любой вопрос. Всегда вперед. Всегда газ, всегда ба пеш. Ладно, Акилусуло, скажите, пожалуйста, вы уже 2 боя посмотрели? Нет, мы только что прибыли. Только прибыли? Буквально минута назад. Хорошо, но вы уже в курсе, что 2 наших победили? Да, мы онлайн посмотрели, пока ехали сюда. Супер. Скажите, как вы оцениваете шансы Фаридуна Адылова против Даурена Ермекова? Я думаю, он выиграет, и мы за него будем болеть. Иншаллах, он очень в хорошем состоянии, с хорошим спортивным таком сейчас пике находится. Ну, посмотрим, как получится. Это, как говорится, Майдан Аздалерас, 50 на 50 всегда. Но будем болеть, и дай бог, он выиграет. Все, супер. Что бы вы посоветовали нашим зрителям, да, которые увлекаются боями? Потому что мы знаем, что как будто бы, да, вот в этом году ACA пройдет в Таджикистане. Какой бы мы дали совет? Вот приходить, не приходить, вот судя по такому вообще происходящему вечеру? Вообще, я думаю, чтобы наши блогеры, во-первых, как-то агитировали, что ли, чтобы это все, вот эти такие большие, грандиозные мероприятия происходили в Таджикистане, чтобы это было, подняло уровень нашей страны. И плюс к этому, чтобы наши зрители тоже это поддержали, лайкали, комментировали, чтобы это
это поощрялся, уровень Таджикистана поднялось. Супер, ребят, просто делайте так, чтобы ACA все-таки убедились в том, что у нас нужно и стоит проводить их турнир. Ну и UFC тоже, почему нет? Ну что, ребят, пока идет очередной бой, мы пришли... Мне не надо говорить, куда мы пришли, потому что мы здесь, это таджикская трибуна. Пока вот из двух боев, которые прошли, что тебе больше всего запомнилось? Какой момент? Слушай, нокдаун на последних секундах, это было нечто, это было зрелище на самом деле. С вертушки? Тут, да, с вертушки. Тут все сидим, кайфуем, так сказать. Супер, а скажи мне, как ты вообще оцениваешь организацию данного мероприятия? Слушай, отличная организация. По-моему, сейчас Лига ACA вторая в мире. По-моему, после UFC, конечно. Отличная, хорошая организация. А как бы ты отреагировал, если бы узнал, что, допустим, да, в ближайшем обозримом будущем ACA проводит турнир в Таджикистане? Слушай, ждем с нетерпением, конечно, в Душанбе или в Худжанде. Ждем этого события, конечно. Будем надеяться, что у нас будут такие же турниры. Будем ждать. Супер. А за кого ты сегодня будешь болеть из наших бойцов? Ну, прям очень сильно. Понятно, что за всех, но кого-то, если выделить. За Фаридуна Удилова, конечно, и за Азама Гафурова, конечно. Главные бои сегодняшнего вечера. Да, конечно. Супер, брат. А что по тебе? Что можешь сказать вообще по ощущениям? Тебе нравится все или где-то что-то не оправдывает твои ожидания? Атмосфера просто бомба, брат. Мы вот впервые в таком атмосфере в Ташкенте именно. С нетерпением ждали, с какого-то уже месяца даже этого момента ждали. Ну, алхамдулилля, вот Ом-1. Атмосфера бомба главное. Из Таджикистана Махти Арзусата. Здесь на Кума-арене неплохо по корпусу Арзузада отрабатывает. Немножко сумбурный размен получается. Арзузада чуть более уверенно работает. И правый слив от Анвара. Начинается борьба. Он начнет прессинговать стойки. Колено. И слева на коротке отработал затем Махди. Но не точно. Чуть-чуть там не хватило. Еще одно колено. Неприятных столкновений. Какой хороший. И ногой еще добавляет Арзузада. Шикарнейший эпизод для Махди. Видна, конечно, школа мотиватора. Одну ногу Совершенно верно. прям по-балаевски хотел сделать. Да. И мы можем уже с уверенностью об этом говорить, исходя из длинной карьеры и большинства выступлений, которые... Еще один тейкдаун для Махди. Но... Боковой добавляет. Тут же по корпусу. Поострее, поагрессивнее выглядит Арзузада в первом раунде. Ну а Анвар больше работает в позиции. Интересен этот бой. Балаев против Ахмедова. Хорошо по корпусу пробивает Абдулаев. Также колено отвечает уже по корпусу Арзузада. Пошел навстречу. И еще левый прямой, еще! По корпусу или по голове. Просто выбирай момент, левый снизу. И еще одна двойка, даже тройка. Но борьбы не вышло. И по-прежнему неплохой. Победу одержал. Declared the winner by unanimous decision. Махти Арзузада. Таджикистан. Махди Арзузада выигрывает в этом поединке. Наше поздравление. И двигаемся дальше.
Ну что, народ, уже 3-0. Трое из наших победил. Будем ждать остальных троих. Махди Орзузода, я прошу вас поаплодировать ему там, сидя у себя. Махди, мы тебя долго задерживать не будем. Мы знаем, хорошо, что спасибо. очень много желающих у тебя взять интервью. Единственное, что я хочу спросить, насколько ты остро ощутил поддержку всех ребят, которые приехали тебя поддерживать? Вы не представляете, клянусь, когда я вот вышел, смотрю, все орут с флагом, я так вот радовался, клянусь, я вижу их и сразу заряжался жестко, видел, все, вышел, знал, что уже что-то происходит, я должен этот бой забрать, и все, сделал свое, забрал бой. Это круто, друзья, видите, насколько важно поддерживать бойцов, насколько важно поддерживать спортсменов, поэтому приезжайте и поддерживайте наших бойцов, мы тебя поздравляем, ты красавчик, это было круто, особенно очень круто ты ушел от того, как он за спину тебе залетел в третьем раунде, скажи, это что-то из грэпплинга или джиу-джитсу? Ну, я в зале делаю это, вот руку ставлю и курок делаю, курок сделал, и так и получилось, он снизу остался. Это было хорошо, мне самому понравился. Это было круто. Что ты можешь сказать начинающим бойцам? Начинающим бойцам сразу не делитесь, если честно. Я из-за этого пару боев проиграл в начале карьеры, потому что у меня тренера никого не было, если честно. За меня никто не присмотрел, вышел, подрался, проиграл. Всякая фигня была, да, в жизни. И после этого начал головой думать, правильно двигался, нашел своего тренера, своих спарринг-партнеров, которые всегда со мной. И вот, альхамдулилля, сейчас я в ВСЕ дерусь, покажу хорошие бои, зарабатываю свои деньги и все. Супер, в общем, совет простой, работайте головой. Еще сам Дана Уайт отмечал, насколько таджикские болельщики заряженные, мощные и энергетически просто по ауре превосходят абсолютно всех. Ребята это подтверждают. Салам алейкум, брат. Салам алейкум. Чхе настроение? Настроение зер, мы болельщики, хам футбол, хам бой без правил. Любой навык, que мардуми таджик, спортсмен таджик, варзишки таджик меброд, мы дастгири мерим. Хо Москва, хо Тошкент, хо Казахстан, хо Душанбе, хо Худжан. Хо Лондон. Бале, Лондон. Бале. Любой же, а? Я дорим, иншаллах, Лондон бару UFC рафтан. Джонатан Ба, не откунем ки UFC почему убьет. Вот, Гушканит, дутта боя дидетме Оятулло Кати. Бехтарин бой шуд Мейрож Мамадшоев ва Оятулло Джангат. Иншаллах, бо боқимонда тоҷикҳо ҳамаш победа мешавад. Иншаллах мо то охир дастгирӣ мекунем. Уже ду бой ба овоз гирифт. Бо дальчи до конца мерим. Овоз гифтаги бошадам, дух ҳаминҷанда. Душа вела калон. Гапнес, смотрите, Бафикратон, главный бой это Азам Гафоров, Арена Капяна. Бафикратон, чхе шансы боец мо чхе колонными, средними, потому что Арен на серии без поражения у Масос, да, мин бойба. Да. Хоб, вақте ки дар ин ҳамин чӣ мегӯяд? Клетка мегӯяд, вақте ки мебарад, унҷа баробар мешавад, яъне 50-50 мешавад. Вақте ки 10 баробар ғолиб омода бошад, иншоаллоҳ Азам зиёда аз 5-6 ҳазор тоҷик омдагӣ, зиёда. Бо ҳамроҳи акаи Саъдӣ мо балет мекунем, Азамро дастгирӣ мекунем. Отлично. Супер. Ғалаба аз мо. Фаридун боям салом гуфтамоним. Акаи Фаридун Одилов, иншоаллоҳ дар якум раунд, дар 40 секунд Ермекова меғалтонад. Ничего себе! Да. Вот это, конечно, это самое. 40 секунд Фаридун Одилов ғалаба мекунад. Гапнес, акой худам. Спасибо большое. Чемпион IFC, друзья, и это тоже наш человек. Давай, представься, братан, тебя должны все знать. Всем ассаламу алейкум, я Хусниддин Тураев, боец из Таджикистана. Алхамдулилля, недавно я забрал титул Европейской организации IFC. Слушай, вот ты как действующий чемпион, скажи мне, наши пацаны сегодня показывают чисто чемпионские бои, чемпионский дух вообще. Как тебе в целом мероприятие? Разочарован ли ты боями или тебя наоборот что-то радует? Потому что пока мы не видим досрочных финишей. Иншаллах, они очень хорошо показывают себя, и борьба, и стойки, он хорошо зарубились, Оятулло, Мегрож, Орзу, молодец, они очень хорошо показывают, они чемпионский дух показывают. Вот соперник Махдидам, он чемпионом был другой организации, Октагон, 9-0 был, это не шутка, правильно, у него 9 побед был. Да, Махдид забрал, потому что Махдид опытный, у него хороший бокс, он хорошо показал себя всем народом. Еще есть
Фирдаус есть, Фаридун, старший брат Азам. Иншаллах, они могут закончиться досрочно быть. Будем ждать? Конечно, иншаллах. Соответственно, будем ждать. Давайте, поддерживайте наших бойцов, ребята. Вот вам чемпионы. Бойца в синем углу, introducing to first fighting из Таджикистана. Приветствуйте, Фирдавс Зарипов! При этом готов действовать вторым номером. Пенчика вложить корпус. Лоу-кик и тут же боковой от Фирдавса. Атаковать. Нурматов. Не попадает здесь Кунгурова. Левый, правый. Есть попадание на пятой точке, оказался Фирдавс. Идет Кунгуров рубиться. С ума сойти. В этом бою зацепил спину. Пытается не пустить брейк от Фирдавса. Попадает Зарипов. Еще один удар. Колено. И из клинча еще одно колено. Шикарнейший эпизод. Бросается Нурматов вперед. Ай-яй-яй-яй. Так делать нельзя. Может быть предупреждение, потому что это ключевой момент в поединке. И выкручивается Нурматов. Все! Фирдавс Зарипов. Болельщиков. И скорее всего забрал. Фирдавс Зарипов! Поздравляем Фирдавса Зарипова. Фирдавс Зарипов! Ну что, народ, 4-0. 4-0. Это Фирдавс Зарипов, он рядом со мной, победитель. И закончил он сабмишеном во втором раунде. Фирдавс, мы тебя поздравляем. Спасибо, брат. Капитальный красавчик, молодец. В первом раунде я видел, было сложно. Скажи мне, что посоветовал тебе тренер в промежутке? Тренер посоветовал, чтобы не идти в лобовой, надо резать угли, надо играть, почувствовать атмосферу. Я заметил, во втором раунде ты уже начал заходить за его переднюю руку. Это было наставление тренера? Конечно, у нас и так был этот план, но первый раунд, как всегда видите, вы сами знаете, что разведка. Но он попал, но самое главное, я восстановился и выиграл. Это нас очень радует. И, конечно же, кому ты посвящаешь эту победу, брат? Эту победу отцу и мать, потому что они смотрели по телевизору. Мама всегда плачет, чтобы не дерись, ну, что поделать. Жизнь такая. Жизнь такая. Отлично. Супер, мы тебя поздравляем, мы желаем тебе скорейшего выздоровления, береги себя и радуй нас чаще своими победами, брат. Спасибо большое. Спасибо, родной. Спасибо. Накал страстей, кровь в октагоне, друзья. Ну и, естественно, заряд энергии от болельщиков. Вот они, приехали. Бачо, а с кучом адетон? Адис Таравшан. Ничего себе, а худ из Таравшан хесте. Молодцы. Кадом боец был адетон, болельщики? Фаридун Одилов. А чё наш бы? Таджикистан, Бапей. Фаридун Одилов, Бапей. Любое время. Ай, то, кайом адетон шумо? А Сарашан инче бы? А Сахар Аш будем дегем, аш пардорозом не чағзадем. Чего себе? Пойди судем яхи ва. Он галаба интизор, а Таджикистан фақат галаба. Фақат галаба, Таджикистан. Ребята, это наша коллега, тоже спортивный журналист. Кстати, представьте, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Сабина. Я представляю канал Намус Файтинг. Помимо этого у меня есть личный блог, у меня никнейм Чубаш. Так как ты у нас спортивный журналист, давай, во-первых, твои впечатления от прошедших боев и твой небольшой, скажем так, анализ по главному бою вечера. Так, давайте, наверное, с главных боев, с главного и главного начнем. Давай. Во-первых, мы приехали с Казахстана болеть за Даурена
Ермекова, который выходит против вашего бойца Фаридуна Адилова. Но, опять же, как мы говорили ранее, мы журналисты, мы принимаем нейтралитет, мы не можем сказать, вот этот выиграет, вот этот проиграет, потому что он мой земляк. Нет, такого у нас нету. Ну, по факту, мы пришли за него болеть. Да. А мы за Фаридуна, но мы нейтральны. Но мы нейтралитет. Поэтому здесь, наверное, какой-то анализ делать пока смысла нету. А насчет боя Азама Гафурова и Арены Акопяна. Акопян, правильно? Акопян, да, что можешь там сказать? Ну, вообще, как я говорила вам также лично, за Азамом я слежу давно. Я знаю, что в ACA он выступает, не 5-й и даже не 7-й раз. Думаю, что у Азама возьмет все-таки характер, потому что он сам говорил, что планирует забрать в ближайшее время пояс, потому что все-таки сроки поджимают, возраст, он уже не молодой боец, так скажем. Поэтому я думаю, что все-таки 60/40 в сторону Азама. В сторону Азама, да? Азама, да. Но Арен тоже, я не хочу его обесценивать, да, так скажем, недооценивать. Тоже хороший боец. Но так как я все-таки за Азамом слежу чуть больше, я... Все-таки за Азамом? Да, чуть в его сторону клоню. И за Фаридун? Вы меня подловить хотели. Хотел подловить, не получилось. А насчет боев, которые сейчас проходят, вообще, я думала, что первые бои будут скучными. То есть, как обычно бывает, первые бои, которые открывают карты, они всегда какие-то такие себе, да? Но здесь прям жарко было с самого начала. И я знаю, что даже несмотря на то, что мы сейчас стоим тут, а бой идет там тоже сейчас жара. Всегда восхищаюсь поддержке таджикской, потому что даже когда в Алмате с Таджикистана приезжали в Алмату, даже с Таджикистана приехали в Узбекистан, в другую страну, чтобы поддержать своих бойцов. Это просто похвально, это круто. Вот так. Слушай, спасибо тебе большое, классно разложила. Будем надеяться, что оставшиеся бои тоже будут зрелищными. Да. Как говорится, мы реально нейтральны, и поэтому пусть в поединке Фаридуна и Урена Ермеков победит что? Сильнейший. Правильно, победит пусть сильнейший. Главного события первого бойца из Таджикистана Фаридун Терминатор Адилов. Адилов в случае, если бой продлится всю дистанцию, пока не прибегает к своей излюбленной тактике. Фаридуна. А там гематома существенная. И пытается... Хорошо обманывал здесь Даурен. Туда по печени опять проход в одну ногу. Отбрасывает уже в свою очередь ноги Фаридун. И здесь жестко этим ограничивается Протасов. И вот он вышел на максимальные обороты только сейчас. Идет вперед и еще один удар или нет. Левый прямой в голову от Ермекова. И это выкладывается. Взрывается здесь серия ударов. Фаридун Адилов. Мимо. И вертушка. Ничего. И вот смотрите, что делает. Какая концовка. Какая концовка. Все, нужно останавливаться. Фаридун Терминатор Адилов. Двое судей поставили 30-27, и еще один специалист выставил чуть иные оценки. Видимо, второй раунд отдал Ермекову, но не более того. Поздравляем. Ну что, народ, у нас 5-0. Фаридун Адилов сделал это, и сделал он это стильно, красиво и в своем репертуаре. Мощно и напористо. Фаридун, во-первых, я тебя поздравляю. И как друга, и как бойца, и как одноклассника. И во-вторых, у меня вопрос. Я вот заметил, что во втором раунде, да и в третьем, ты мог его добивать. Почему не добил, брат? Ты игрался с ним? Не, я всегда своим секундантам говорил, чтобы они мне говорили последнюю минуту, чтобы я там включился, чтобы я начал что-то делать. И я чуть поздно услышал их. Первые 2 раза я почти его поймал на болевое, но он тоже спортсмен высшего уровня. Ну так и получилось, да. Ну так получилось. Ну, в принципе, бой был красивый, классный, но я еще что заметил, я тебя столько знаю, у тебя вроде другой был стиль боя, теперь он более такой выжидающий, ты больше встречаешь, с чем это связано? Это связано с тем, что
Мы вот в последних боях мы вот смотрим, не прогрессируем, стоим, вот только нападаем. И вот мои тренера как-то другую постановку поставили мне, и чтобы я другую работу мы сделали над ошибками, и вот так и получилось. Ну, я тебе так скажу, этот стиль боя тебе больше идет, братан. Серьезно, больше идет. Так, давай что-нибудь болельщикам скажем, давай что-нибудь скажем подписчикам. Подписчикам МИДа спасибо вам всем. Мои болельщики из Таджикистана, из Узбекистана, со всего мира. Я вас всех люблю. Спасибо вам за все. Таджикистан Бапеш. Таджикистан Бапеш. Опять же таки, друзья, ИСЕ-203 это прежде всего объединение соседей. Мы сейчас вот стоим, наш кыргызский брат выступает, мы болеем тоже за них, потому что ребята за нас тоже болели. Салам алейкум. Валейкум ассалам всем. Таджикистан, Кыргызстан, Бапеш, только Алга, братья, дружба народов. Только Алга. Как ваше настроение? Алхамдулилlah, все четко. Вчера приехали, Ташкент, погода по кайфу, турнир вообще четко. Все четко? Все четко. Скажите, пожалуйста, вот начался мейнкарт. Да. Уже наш один выиграл, брат, да, кыргыз? Да, Эдиль. До этого. Эдиль Выиграл. Скажите, пожалуйста, вот что вам больше всего вот на данный момент запомнилось из прошедших боев? Из прошедших боев вот, могу сказать, последний бой вот Эдиль хорошо выступил, до этого ваши тоже четко выступили, вот с ребятами, с барабанами нас поддерживали. Мы до этого там московского турнира Искандер Али Халка выиграл, газ держали за него, и у него тоже интервью взяли. Так что, братья, соседи, дружба народов, Алга, все. Турнир вообще по кайфу, четко все. Турнир по кайфу, хорошо. Как думаете, вот главное событие вечера, Азам Гафуров против Арена Копяна, каковы ваши предположения? Не в обиду вот Арену, вот я за Азамом давно уже наблюдаю, тогда еще было не ACA, а ACB было тогда. Азам за титул выступал, и за Фаридуна тоже всегда болею, когда он начал выступать с Махнаткиным, дрался, и после этого там себя проявил. И у него чуть была черная полоса, но Фаридун всегда красавчик, достойный мужик он. Сегодня я думаю, вот, не в обиду братьям казахам, братья там казахи, узбеки, таджики, без разницы, кто какой национальности. Ну, я лично буду за Фаридуна газ держать. Вот. Так что Фаридун, Азам, Бапеш, Алга, братья. Все, Алга, Таджикистан, Кыргызстан, Алга, ехала! AC из Таджикистана Азам Гафуров. Всегда есть что ответить, и поединок для Азама. почтение тому или иному. Справедливо, жестко зарубились. Корпус еще. Попадает! Глаз, и что такое? глаз. Проблемы с глазом, но нет остановки. Идет здесь Азам Гафуров. Включается на все 100%. Ответил Арена. Правый глаз. Арена. Там порвано века. Мощное начало. Здесь. При этом Корнеев опять слева очень. Опять поменял стойку. Бойцы синего угла на скачке. Атака! Последует атака, потому что здорово. Нет, мне не нужна борьба прямо сейчас. Я уверен в своих... Успел уйти. А нет, не атаки. Настолько быстро это было. И еще. По шажочку забирает территориальное преимущество. Ух. Тот же медалкик по колено выбросил я, но по затылку-то прилетело. Но это, безусловно, было без какого-либо умысла. И здесь неплохо. Удар на удар через руку попал и Азам Гафуров. Здесь же серия боковых. И тут же на нырки. Ну как? Но в этом поединке много двигаться приходится и Виктору Корнееву. Такой уж бой. Ой-ой-ой. Готов ловить. Да, левый боковым. И двойку выбрасывает. Тут же уходит. Уже Арена нет. И вопросы о победителе, потому что там Азам Гафуров попер. То есть, если так же будет дальше уходить, браков было многовато. И вот опять атака. И тут же ломан палец на правой руке. И как следует, именно эту конечность подключать он не может. Пошла заруба, пошла борьба. По-моему, стал выкладываться Азам, и пошла борьба тут же Арена Копяна. Вот, наверное,
И есть тот самый план на этот поединок с финальным. Еще одна атака включается. Азам Гафоров и справа, и слева. Там была серия ударов. И я напомню, что Арена Копян с Анатолием Кондратьевым уже встречался и уже выигрывал у него. В 2023 году. Все, Поединок этот завершен. бой продлился Ваши всю дистанцию. аплодисменты. Спасибо большое парням за этот поединок. Арен Акопян! Поздравляем И Арена аплодисменты Акопяна. его сопернику. Победа Азаму по очкам. Слушайте, это вот Арен, он победил нашего сегодня Азама Гафорова. Ты Динозавра, забрал динозавра. Динозавра, брат. Ты Да. забрал наш нолик. У нас был 5-0, мы шли на 6-0, сегодня но ты 5-0, забрал. да, шел? Брат, ты забрал, но я что могу отметить, ты вообще большой красавчик, ты молодец, профессионал. Единственный вопрос у меня к тебе такой. Ты как умудряешься совмещать вот эту вот легкость, позитив и такие бои, брат? Слушай, братан, я думаю, это с опытом пришло, потому что когда вообще начинается профессиональная карьера у любого спортсмена, они чуть такие относятся к этому слишком серьезно и навешивают на себя большие ярлыки, что там дома кто-то смотрит, люди приходят болеть, из-за этого на них это давит. А с опытом я понял, что это моя типичная работа, как ты выходишь, интервью берешь, и я также должен выходить, то, что я подготовил к бою, я должен это показывать. Так же ты как вопросы подготовил, пришел, задал. Звучит как в вестернах. Я просто сделал свою работу, да? Марвел, Бэтмен или DC, наверное. Ну, больше детективы, конечно. Ну да, Но ты детектив сегодня- поинтереснее. Но ты сегодня лютый Бэтмен. Скажи мне, вот я заметил, что ты после каждого выпада, после каждого взрыва, ну, из-за того, что тебя прессинговал Азам, ты разворачивался. Это какая-то тактика специальная такая? Слушай, ну я чувствую дистанцию, если я понимаю, что Азам же, когда, ну, в принципе, в боксе в средней дистанции уже боковые удары идут. А когда чуть подседаешь и убегаешь, эти удары мимо пролетают. Если бы я по прямой уходил, бы он мог бы достать. А я подседал и убегал. То есть твои вот эти развороты, это чисто сбить темп? Ну да, я уходил за счет этого, значит, на свою дистанцию. Потому что с Азамом работать в средней дистанции очень опасно. Слушай, когда вчера мы взвешивались, я смотрю, ну, вроде он не такой большой, а сегодня я такой смотрю на него, ну, здорово, оказывается. Представляешь, да, здоровее меня еще. Я думаю, я чуть-чуть побольше, а он еще больше меня. Ошалеть. Ладно, слушай, а как тебе поддержка таджикских болельщиков? Шикарно, шикарно. Приехал бы в Таджикистан побиться? Да, с удовольствием. Я думаю, знаешь, вообще в Азии самая лучшая база фанатская. Да ну, я не люблю называть людей, болельщиков, фанатами, потому что это чуть, я думаю, некрасиво по отношению к ним, потому что они приходят болеть душой и сердцем, и если кто-то проиграл, они так же переживают, как за своего родного человека. Наверное, за людей, которые так переживают, я бы хотел бы, конечно, чтобы за каждого спортсмена так болели, и подраться в Азии шикарно было бы. Супер, круто. Ну, сегодня ты, получается, брат, T-Rex. Спасибо, Поздравляю брат. тебя, всего тебе доброго. От души, взаимно. Береги здоровье, брат, и Взаимно, сохрани вот этот вот позитив, ну, все это время, что ты будешь выступать, блядь, всю карьеру. Все, так и сделаю обязательно. Если я проиграю, я тоже буду улыбаться, радоваться. Само собой, это всего лишь наша работа. 100%. Что ж, народ, я стою в октагоне, да, нам разрешили это говорить только об одном. ACA 203 в Ташкенте, турнир подошел к концу. Ребята, не расстраиваемся, да, Азам проиграл, но это было достойно, это было круто. Кто-то скажет, что Азам был активнее, да, и типа незаслуженно Арену отдали победу. Но, ребята, мы тут находились, победа Арена вполне заслуженная, потому что он попадал больше, чаще и точнее. Азам давил, Азам красавчик, даже Арен это признал, Азам молодец. Я думаю, что у Азама еще все впереди, и он вернется еще сильнее. Ну а всем остальным 5, кто победил, ребята, вы тоже красавчики. Мы ждем и ожидаем от вас только самого лучшего. И, естественно, мы ожидаем от руководства Лиги ACA. Естественно, после того, как они увидели, какие у нас болельщики, мы ожидаем того, что в Таджикистане наконец-то пройдет турнир ACA, и наши ребята смогут выступить в родных стенах и показать максимальный результат. С вами был Умит Абдуллаев, Бузург за кадром. Это канал ПМ Арена. Подписывайтесь, и вы никогда не пропустите эксклюзивный контент, народ. Пари, пари.